Бисмилляхи рахмани рахим. Мы только вот начали чтение книги Манхаджус Саликин шейха Абдурахмана ас-Саади. Мы на прошлом уроке, у нас был только один урок, мы закончили предисловие. И далее шейх, алейхи рахматуллах, переходит к разделу фильмия, то есть разделу о водах. И он сказал: «Ва амма ссалату фаляха шурутун татакаддаму алейха». Что касается молитвы, молитва — это самое великое поклонение частями тела. И он говорит, что касается молитвы, то у нее есть условия, то есть шурут, которые выполняются перед этой молитвой. Так как молитва является самым великим поклонением, ученые факихи, они начинали с упоминания того, что сделает эту молитву действительной, и с упоминания того, что нарушает эту молитву. То есть как введение к этой молитве, для того, чтобы человек знал условия этой молитвы, для того, чтобы человек знал препятствия, которые препятствуют совершению молитвы и так далее. И далее шейх говорит: «Фаминха» из этих условий ат-тахарату. Ат-тахарату — это чистота. «Кама каля набию саллаллаху алейхи вассалям, ля якбалю Аллаху салатан би гайри тухур». Как сказал пророк, алейхи салату вассалям, Аллах не примет молитву человека, совершившего ее, без очищения. Хадис является согласованным. И далее шейх говорит: «Фаман лям ятатаххар мин аль-хадати аль-акбари валь-асгари валь-наджасати фаля салата лаху». И поэтому тот человек, который не очистился от большого или малого осквернения, либо же не очистился от нечистот, ан-наджаса, то нет у него молитвы. Далее шейх говорит: «Ват-тахарату нав'ан». И очищение бывает двух видов. «Ахадухума ат-тахарату бильма, ва хия аль-асл». Один из них — это очищение водой. Первый вид — это очищение водой. И этот вид очищения является основой. То есть человек не может отходить от этой основы, пока не будет отсутствия этой основы. Поэтому Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Фаилям таджиду маан фатаяммаму». Если вы не найдете воду, в таком случае лишь Аллах говорит: таяммум делайте, очищение землей, то есть таяммум. И далее шейх, алейхи рахматуллах, переходит к определению воды. Что такое вода? Он говорит: факуллю, то есть что входит именно в понятие воды и какая вода является чистой, очищающей. Прежде чем это упомянуть, когда мы читаем книги по фикху, как правило, ученые мазхабов, они не делят воду на три вида. Они говорят, что есть вода тахирун тахур, то есть чистая, очищающая, то есть тахирун, то есть мутахир, то есть чистая, очищающая, они называют это тахур. Это то, что чистое в себе и очищающее другое. И далее они сказали, что второй вид воды — это тахир, чистая вода, а тахиру фи нафсихи гайру мутахирин ли гайри, то есть вода, которая чистая сама по себе, но не очищает другое. И третий вид воды — это ан-наджис, грязная вода, нечистая вода. Однако более верное мнение в этом вопросе, что вода имеет два вида, как это упомянул ас-Саади. То есть это тахурун и наджис. А что касается тахир, то есть тахир чистая, но не очищающая, то такого вида воды нет в шариате. Такой вид воды не существует в шариате. И это мнение шейху ислама ибн Таймии, алейхи рахматуллах. Далее шейх говорит, Абдурахман ас-Саади: «Факуллю маин назаля мин ас-самаи ау наба'a мин аль-арди, фахуа тахурун, ютахиру мин аль-ахдаси валь-ахбас. Валяу тагайяра лаунуху ау та'муху ау рихуху бишейин тахир. Фама каля набию саллаллаху алейхи вассалям, инна аль-ма'a тахурун ла юнаджисуху шей. Раваху ахлю сунан, ва хуа сахих». Он говорит, любая вода, то есть вода это, то есть очищение водой, он говорит, и это основа. И поэтому любая вода, которая спускается с небес, либо вода, которая выходит с земли, является чистой, очищающей, которая очищает от осквернения, то есть хадас, и от нечистот, хабас. И далее еще говорит, даже если цвет воды
или ее вкус, или ее запах будет изменен чем-то чистым. Здесь вот важное примечание, чем-то чистым. Тем самым мы исключаем возможность изменения чем-то грязным. Если вода, то есть одно из свойств воды изменится чем-то грязным, то вода становится грязной. То есть она непригодна для очищения. Если же вода изменилась чем-то чистым, то эта вода, она пригодна для очищения. К примеру, есть у нас емкость воды, и в эту емкость упала чистая материя. Допустим, листья дерева упали, и свойство воды изменилось. Но все еще эта вода считается водой, то есть она называется водой. В таком случае эта вода, она является чистой, очищающей. Даже если цвет или запах, или вкус этой воды изменился чем-то чистым. Но если что-то чистое преобладает над этой водой, и эта вода полностью меняет название воды, то в таком случае это не называется водой. К примеру, возьмем чай. То есть чай, он не называется водой. Почему? Потому что здесь изменение, которое произошло с водой, оно повлияло на воду таким образом, что то есть изменило его название. То есть это из воды перешло в чай. Также кофе, а также суп и так далее. Поэтому здесь шейх когда сказал, даже если цвет этой воды, или вкус этой воды, или запах этой воды изменилось чем-то чистым, но все еще эта вода считается водой, то есть она называется водой. И далее он говорит, «Кама каля Наби саллаллаху алейхи вассалям, инналь маа тагурун ла юнаджисуху шей». Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, поистине вода чиста, и ничто ее не осквернит. Хадис передали Ахлю Сунан, и он является достоверным. Далее шейх говорит, فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ. Если же одно из качеств воды, из свойств воды, то есть вкус, цвет, либо запах, изменится посредством нечистот, то есть наджаса, то и вода становится нечистой, то есть оскверненной, и необходимо ее сторониться. Это шариатское положение, когда вода изменилась по причине нечистот. Допустим, емкость воды, человек помочился или испражнился, и изменилось одно из свойств этой воды, не говоря уже о том, что изменилось большинство свойств этой воды или же все свойства этой воды. То есть если изменится вкус, то есть человек попробовал эту воду, и вкус этой воды изменился, или он видит, цвет его изменился, или запах его изменился, тогда эта вода становится наджис. Тем самым эта вода непригодна для очищения. Для очищения от осквернения или же для очищения от нечистот. Если же эта вода изменилась, допустим, воду подвергли очищению, то есть хлоркой, и вкус воды немного изменился, то эта вода является чистой, очищающей. И здесь в комментариях говорится то, что шейх алейхи рахматуллах сказал, что более верное мнение относительно воды, что она имеет два вида, то есть тагурун мутахир, то есть чистая, очищающая, и наджисун мунаджис, грязная, оскверняющая. И то, что разделяет эту воду, то есть два вида воды, это именно изменение одного из свойств воды из-за нечистот. И то, что изменилось, то свойство воды, которое изменилось, то есть будь то запах, цвет или же вкус по причине нечистот, то эта вода становится нечистой, оскверняющей. И нет разницы, это изменение будет большим или малым, то вода она становится непригодной для очищения. И нет разницы, вода изменилась, потому что вот эта нечистая материя смешалась с водой, или просто эта нечистая материя упала в воду. То есть бывает так, что что-то нечистое, то есть какая-то наджаса упала в воду, но она не смешалась с водой. Вытащили это наджас, допустим, тело, мертвечина, и эта мертвечина не успела смешаться с водой, и вытащили эту мертвечину. Но свойство воды изменилось. Эта вода является нечистой. Оскверняющей.
Если же что-то упало в воду, допустим, моча, и моча смешалась с водой и изменила свойство воды, то эта вода становится нечистой, оскверняющей. А если же в воду упали нечистоты, но изменение воды не произошло, то эта вода остается на основе, а это тагур, чистая, очищающая. Поэтому, когда мы читаем книги по фикху, то есть в рамках мазхаба, они говорят, что да, если упала наджаса, то есть нечистоты упали, они говорят, тем самым вода становится, если вода меньше куллятейн, меньше 2 кулля, то есть куллятейн это от 320 до 360 литров. Они говорят, если, то есть в мазахибах мы же следуем за далилем, то есть мы не следуем за мазхабом, мы следуем за далилем. То есть если, согласно мазхабу ханбалиту и так далее, если вода упала в нечистоты, то есть если нечистоты упали в воду, и изменение воды даже если не произошло, но воды было меньше 2 кулля, то вода становится непригодной для использования. Если же воды было больше 2 кулля, они говорят, тогда мы учитываем именно изменение воды. Но опять-таки здесь что повлияло на хукм о том, что эта вода является нечистой, это именно изменение. Поэтому мы учитываем всегда изменения, будь то в малом количестве вода или в большем количестве вода. Валлаху алям. Далее шейх говорит, алейхи рахматуллах, валь аслу фил ашьяи ат-тахарату валь ибаха. И основа в вещах это чистота и дозволенность. Поэтому, если вы засомневались в чем-то, вы исходите из основы. Если вы засомневались, что вода чистая, и нет у вас каких-либо, то есть у вас нет убеждения, что эта вода была грязной. Вы пришли к какому-то источнику воды и засомневались, то в таком случае вы возвращаетесь к основе. Основа в водах и основа в вещах – это чистота и дозволенность. Кроме того, что исключил шариат, и вывел из этой основы. فَإِذَا شَكَّ الْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ طَاهِرٌ. Поэтому, если мусульманин засомневался относительно чистоты воды, или одежды, или места, или чего-либо другого, то эта вещь является чистой. То есть, если человек засомневался относительно воды, что она нечистая, или одежды, что эта одежда нечистая, или место, где он молится, что это нечистое место, он исходит из основы. А в основе вода, одежда или место является чистым. И также это относится ко всем другим вопросам. Далее шейх говорит, или же, если человек изначально был убежден, что он в данный момент находится в состоянии чистоты, то есть тахара, затем засомневался, осквернился он или нет, то он является чистым, то есть тахир. Он является чистым, тахир. И здесь шейх, алейхи рахматуллах, утвердил, что более верное мнение в вопросе, если человек засомневался относительно одежды, чистая она или грязная, или запретная или дозволенная одежда, то он предпринимает меры предосторожности и молится в одной одежде, совершая одну молитву, и молитва его будет действительно. То есть имеется в виду, допустим, есть несколько пар одежды, и человек знает, что среди этой одежды есть чистая одежда и грязная одежда. Есть дозволенная и недозволенная. И он сомневается, какая из них чистая, какая грязная. По мазхабу ханбалитов он что делает? Он молится в каждой одежде. И, допустим, если у него 5 одежд, он в каждой одежде молится, и затем, если даже одна молитва, они говорят, в любом случае будет действительно. Или если будет несколько одежды, и какая-то одежда она является дозволенной, какая-то недозволенной, имеется в виду, что какая-то одежда украдена, а какая-то одежда не украдена. И одежда смешалась, и он не может определить, какая из этих видов одежды, то есть какая из одежд является запретной, какая является дозволенной. И также в мазхабе ханбалитов они говорят, что ты читаешь намаз в каждой из этой одежды. И шейх говорит, что более верное мнение, что здесь человек что делает? Он пытается как-то узнать,
какая из этой одежды чистая, какая нечистая, какая дозволенная, какая недозволенная, принимает меры предосторожности и затем молится в одной лишь одежде. В одной лишь одежде. Вот что он имеет в виду, алейхи рахматуллах. Далее еще говорит, ликаулихи саллаллаху алейхи вассалям, то есть если человек был убежден в чистоте и засомневался относительно осквернения, то он является чистым. Потому что пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Фирраджули юхайялю илейхи аннаху яджиду шей'a фи ссаля, ла янсариф хатта ясма' саутан ау яджида рихан муттафакун алейх». Так как посланник Аллаха алейхиссалату вассалям сказал о человеке, которому казалось, что он портит омовение в молитве, он сказал, пусть не уходит из молитвы до тех пор, пока не услышит звук или не почувствует запах. Хадис является согласованным. На этом закончим урок по фикху. Хаза ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. То есть у нас здесь раздел о водах закончился.